Ни один из соборов Казани не окутан таким количеством мифов и легенд, как собор Петра и Павла. Известный казанский купец-ростовщик, а позже и владелец суконной мануфактуры Иван Афанасьевич Микляев построил его в 1726 году. Правда, до этого собор прошел массу испытаний, вплоть до полного разрушения. Однако, чему быть, того не миновать, считают местные священнослужители. Но даже сегодня невооруженным глазом видны на теле храма следы его непростой истории. Мы сейчас с вами преодолеваем 100 с лишним ступеней. Их реставрация была еще до революции. Но на сегодняшний день, как мы с вами видим, на колокольню можно подняться довольно-таки без затруднений. Колокольня находится в довольно-таки боевом состоянии и способна еще издавать благие звуки, которые созывают нас в молитву. Вместе с отцом Алексеем, клириком Петропавловского собора, мы поднимаемся на колокольню. Старинная кирпичная кладка чередуется с обитыми типовой жестью дверьми на пролетах. Такие можно было встретить повсеместно в хрущевках и коммунальных квартирах середины 80-х годов. И вот, наконец, открывается прекрасный вид. Казань как на ладони и напряженная тишина вокруг. Кажется, что рядом с гигантскими колоколами она как-то по-особому сгущается. И вдруг неожиданное предложение от отца Алексея попробовать вывести басовую партию колокольного перезвона. Давайте еще раз попробуем. Наверное, это была самая широкая аудитория, для которой я когда-либо исполнял музыку. Но, разобравшись в стропилах только с третьего раза, особенно поражает мастерство звонарей. В их сложном перезвоне сливается простота звуков всех колоколов собора. Собор Петра и Павла находится в перманентном состоянии реконструкции. Сейчас вы видите, что и в настоящее время здесь проходят работы. Работы здесь не прекращаются. Также вот эти колокола прекрасные, которые висят здесь в колокольне, тоже совершенно новые. Это восстановленные по старым чертежам колокола, которые сюда поднимались с помощью специального крана. Весят они 3-4 тонны. И вот вы видите, в этом смотровом окне осталась такая выемка. Когда поднимали один из колоколов, он просто не умещался. Поэтому пришлось сделать вот здесь такое расширение, с помощью которого колокол сюда уже и подняли. Четвертый смотровой ярус пока не восстановлен и для посетителей закрыт. В планах полная реконструкция и сохранение необычного для казанских храмов барочного фасада и фундамента храма, и даже часового механизма на пятом ярусе колокольни. Отец Алексей пожимает плечами. Когда в храм пришли большевики, зачем-то поломали уникальные германские заводные часы, которые сейчас красуются на верхнем ярусе колокольни. Здесь были мастерские, тут была и обсерватория, как мы с вами знаем. Вот, и до 90-х годов это все было здесь, к сожалению, находилось. Вот. Мы знаем, что были утеряны и колокола, было множество что-то расхищено. Но, тем не менее, думаю, в тех временах как могли, так и берегли, и множество все-таки было и сохранено тоже, несмотря на то, что здесь находилось. Храм, конечно же, пострадал, но сохранился. Частично восстановление коснулось и прилегающего к зданию собора другого архитектурного памятника 17 века – дома самого купца Микляева. Кстати, по словам иерея, здесь же находится и усыпальница купеческой семьи, которая сыграла в архитектурном облике Казани далеко не последнюю роль.